другом варианте, чтобы они падали на музыку, да, чтобы не прерывалось это, чтобы это хорошо звучало. И потом нереальная задача была найти синонимы к этим якутским словам, которые прямого перевода являются. Да? То есть прямой перевод, там очень длинное слово, нужно короткое, и очень сложно было найти синоним этого слова. Там пришлось со словарями, 3 дня ушло там на маленькую песенку. И это там по 3 часа работы это было все дело. Но это того стоило. Тут тоже сидит автор, вот моя сестра, она делала вот монтаж этого всего дела. Что мы хотели, да, этим узнать? Стоит ли это вообще делать? Да, то есть, стоит ли переводить хороший иностранный контент на якутский? А оказалась жестко востребованная вещь. Да, там ужасно маленькое число, да, 14 тысяч просмотров, но вы не должны забывать, что это просмотры в регионе на очень малоговорящем языке, ну, там 400 тысяч человек, ну 500 тысяч человек, да, в какой-то степени его знают. Специализировано для этого, это было для них 14 тысяч человек. Но в общем, если посмотреть там Инстаграм, вместе посчитать, на ИКТ даже новость вышла, даже была новость на телевидении, да, об этом рассказывали, какой-то один репортаж. Хорошее соотношение лайков, дизлайков и очень положительное соотношение. Все говорят, давайте еще, нужно еще. Вот. И есть один момент, почему мы этим занялись. Я поехал на ИСЭК, по-моему, в деревню. Я туда приехал и удивился. Я думал, сейчас как бы приду и буду там самым русскоговорящим, да, среди всех. Но дети 3, 4, 5, 6 лет, они бегают и все говорят на русском. Я говорю, почему? Они говорят, да потому что сотовая связь есть, они весь день смотрят YouTube. Деревня? Ну, я не буду говорить, а. Но они хорошо знают, они почти без акцента говорят на русском языке. С родителями они говорят на якутском, но между друг другом общение они ведут на русском. Они обмениваются информацией на русском, потому что якутский язык проиграл конкуренцию. Он для них не делает контент. Он их не развлекает, он для них как язык, на котором говорят предки. То есть это язык, на котором говорят родители. Я сам до 4 лет не мог говорить на русском языке, я его не знал. Теперь я почти не знаю якутский, мне приходится его заново учить. Вот такая ситуация сложилась, да? То есть в конкурентной борьбе, в знаниях, в контенте, в развлечении якутский язык проигрывает просто напрочь. Даже английскому языку.